Всем привет! Мы находимся в центре Сангворского района или района Сангвор Республики Таджикистан. И этот район находится в Раштской долине. Сангвор такой изолированный район с населением 20 тысяч, чуть больше 20 тысяч. Но тут очень много инфраструктур, много обновленных, новых и недавно построенных зданий, к примеру, начиная с местного исполнительного органа государственной власти, значит, района Сангвор. И сразу слева от нас вы видите шикарную новую современную гостиницу, в которой мы останавливались вчера ночью. Мы спали там. Условия самые лучшие, горячая, холодная вода среди вот этих вот высоких гор. Когда вы едете из города Душанбе в район Сангвор, вы постоянно едете вверх. Вот в горы. Район Сангвор ассоциируется в Таджикистане среди всех таджиков чистейшим натуральным медом. Мы вчера были в одном саду, да, посмотрели, как у них растут яблоки, персики, абрикосы и так далее и тому подобное. Вот, и было очень приятно. Мы пробовали сангворские яблоко, груши в особенности, да, и мед действительно отличаются от всех, которые есть в Таджикистане, в других регионах. Так что, если вам нужен чистый, самый чистый натуральный мед, это в первую очередь район Сангвор Республики Таджикистан, и на втором месте горный Масчо. Есть второй район такой, находящийся на северной части вот Республики Таджикистан. Это значит, финансовый сектор района. Мне нравится, знаете, вот этот цвет такой белый и красный. Так что если вот этот цвет, вот это вот сочетание цветов вы имеете в виду, если у вас будут какие-то ремонтные работы проводиться, обязательно вот это вот сочетание имейте в виду. Оно такое красивое и приятное. Когда мы вчера ехали вот в сторону района Сангвор, я задумался, а почему называли этот район Сангвор? А потом я обращал внимание, с двух сторон, вот из окон машины смотрю, много-много камней, словно прям каменный стан. Вот. А санг — это таджикское слово, в переводе на русский язык означает камень. И поэтому этот район называли Сангвор. Некий такой каменный стан, может быть, где там много камней. И тут действительно много камней, ибо вокруг, вот с четырех сторон, повторяю еще раз, нас окружают горы, но не песочные горы, а скалистые такой вот, скалы везде. Вот видите, за моей спиной даже вон там вот. Это не просто песок, да, это вот скалы. И даже там, и вдоль реки ваш, двух сторон. И пока вы едете, да, вот сразу со входа района, как с двух сторон начинаются вот эти вот камни, их очень много, и, наверное, до конца. Вот поэтому, видимо, называли район Сангвор. И вот, наконец-то, потихонечку мы, ребята, добрались до главной площади района Сангвор. И мы видим вот этот флагшток высотой 50 метров. Очень красивый, с двух сторон, вот видите, скамеечки. По вечерам люди... Сейчас, кстати, 8 утра, я просто уезжаю в другой город, поэтому я так рано начал. И, наверное, вы заметили, мало людей на улицах вот района. Потому что либо все на работе, либо еще некоторые высыпаются, тем более что воскресенье, поэтому людей мало. И вот главный флаг высотой 50 метров, а длина флага, вчера мне сказали, 14 метров, ширина вот 7 метров. Рядом с Домом культуры это находится. И также открыли этот флагшток в 2021 году. То есть вот в этом году. И сейчас, повторяю еще раз, да, идет такая модная тенденция в Республике Таджикистан. Во всех районах, городах республики устанавливают вот такой вот флагшток, помимо тех маленьких и различного размера, которые
есть, и мы видим вокруг нас. И, кстати говоря, вот эти вот, то, что раздельно стоят, наверное, вы подумали, что это какие-то ленточки, но это тоже флаг. Вот, красно-белый, зеленый. Сурх Сафет Сабз. И я думаю, что как только мы завершим установление флагов в районах и городах нашей страны, почему бы не продолжить вот эту тенденцию в наших селах. А в Республике Таджикистан, ребята, существует 3000, больше 3500 сел. Это вот для информации. Если не стало их больше, то я примерно помню, у нас столько было сел. В районе Сангвор, ребята, существует несколько гостиниц, несмотря на то, что район по своим масштабам не сильно, я бы сказал, большой, но тем не менее есть несколько гостиниц, начиная с вот с этой части, это вот начало района, и эта гостиница называется Хингоб. Хингоб, если вы когда-нибудь слышали, это название реки. Есть такая вот река в Таджикистане. А об, это таджикско-персидское слово, всегда в переводе означает вода. Для любителей альпинизма, пешеходного туризма, да, горного туризма, mountaineering, да, вы называете, вот район Сангвор является просто раем, чудом природы. Чудом природы, да. Вот, поэтому туристических достопримечательностей очень много. Сангвор также является туристическим таким направлением в Республике Таджикистан. Ежегодно до ковида, и уверен, что после ковида сюда будут приезжать много-много очень туристов, ибо здесь много всего, начиная с свежего воздуха, красивого пейзажа, красивой природы, заканчивая до различных видов туризма, который сегодня развивается в Таджикистане, вы можете найти и как бы наслаждаться. Мы видим вот эту стену, да, идея такая. Вот эта стена могла быть просто стеной, без надписи, без всего. Но то, что такие лозунги прикрепляют на стенах, это дает дополнительную красоту. Район Сангвор, ребята, это в первую очередь горный район, поэтому присутствие таких вот КАМАЗов российского производства абсолютно неудивительно. Вот гостиница, ребята, Хингоб, мы уже говорили. И на первом, вот второй, третий этаж это гостиница, первый этаж супермаркет. Цены вчера я посмотрел, одни и те же, такие же, как и в городе Душанбе. У нас такое ощущение, что единый стандарт вот по всем городам на продукты питания. И вот в магазинах цены практически одинаковые. Вот в городе Худжанде чуть-чуть подешевле, чуточку. Не столько, сколько пытались вот некоторые друзья меня убедить там в городе Душанбе, но какие-то там вот скидочки есть. Вот это вот супермаркет, один из супермаркетов, значит, района Сангвор. Тут, пожалуйста, есть кукуруза, рис, гречка и так далее и тому подобное, заканчивая до строительных материалов. Кстати, ребята, не только в районе Сангвор мы это заметили, да, вот чистая питьевая вода, все население обеспечено, но и практически во всех селах, не то что районах, да, а селах Таджикистана я видел, что люди, ну как бы вот проводили водопроводную линию, и все люди получают чистую питьевую воду. Очень приятно, что здесь есть вот эти вот, значит, мусорные баки, и, видимо, поэтому улицы здесь самые чистые. Так что нормально. Ассаламу алейкум. Шо за мино я гастит? Аз нохей Сангвор. А за мино я гастит, да? Инно я шло ходорат бо. Шло ходорат. Буду говорить, да габнес дарино я хилаш зиндагони мекнеда бат. Ман мебинам ки пешравиҳо хело зиёд. Ҳама ҳамино ба фикрам ки нав ҳастанд, ҳамин биноҳои давраи истиқлолия. Ҳамин як аҳа.
قصی فرهنگ نمود ظاهریش خیلی زیبا تشکر. من گفتم که شما یک میدان ورزشی هم دارید کنی رفته بینیم. Район Сангвор, ребята, находится в 200 километрах от города Душанбе и находится, мы уже говорили, вдоль реки Вахш. Здесь нетронутая природа, вот то, что я заметил. Наверное, район Сангвор в Таджикистане первый район, в котором я заметил, что природа нетронутая, вообще прям дикая и выглядит как в первоначальном своем виде. Вы сейчас видите много туристов за моей спиной из разных стран. Я встретил ребят из Великобритании, Франции, Швейцарии, Канады, США, ну, в основном европейские страны и Индии. Вот один из них меня фотографирует. Вот такие дела, ребята. Впечатления у меня самые хорошие, самые позитивные. И район Сангвор однозначно я вам рекомендую для посещения. Санг, кстати говоря, это не только камень, да, но это также и характер людей, проживающих на этой территории. Как камень, твердый, устойчивый, сильный. Я вот так понимаю. Да, про гостиницу я забыл вам сказать. Значит, ночь, то есть 24 часа стоит 50 самони. Вот, и рядом с гостиницей также идут строительные работы. Видимо, здесь еще будет какой-то вот объект значимого характера для района, ибо это находится в центре. Я видел много собак вот в районе Сангвор, чего не скажу о других районах Республики Таджикистан. Вот в районе Сангвор я видел очень много собак. Я люблю собак, я их обожаю. Но главное, чтобы, ну, как бы, тоже как бы за ними был уход. Это тоже важно. Район Сангвор, ребята, очень ночью полностью освещается. Вчера мы ходили, такое ощущение, что день. Вот в качестве, значит, такого вот бренда района Сангвор здесь нам поставили пчелу и пчеловодство. Вот видите, и тут написано «Асал бехтарин нематаст». Ой, бехтарин немати табиат. Короче, ребята, район Сангвор является самым центром чистейшего меда в Республике Таджикистан. Мы видим здесь одну семеечку, вот они. И мне сказали, что они нас атаковать не будут, поскольку владелец нас якобы познакомил. Он уже им рассказал, что это вот мы свои. Короче, вот эта бутылка меда, не знаю, весит сколько. Весит примерно 500 граммов, стоит 60 самони. Это чистейший мед и имеет своих покупателей в основном из арабских стран. Они прям покупают, платят золото за это. Так что Сангвор – это символ чистейшего меда Таджикистана, ребят. Ассаламу алейкум. Номер шумо чист? Ин гову аспу инора аз куҷо дуздидед, куҷо мебаред? Надуздем ёра. Над ай худатон? Ай худам. Биненда даврои босмачикӣ гузашт. Ассаламу алейкум. Шумо ҳам аз ҳамин аҳли ноҳияи Сангвор ҳастед? аз ноҳияи Нуробод. Аз ноҳияи Нуробод ба меҳмонӣ омадед? ҳазрат бог. дар пеши ҳамин I love Tajikistan. I love Tajikistan чӣ маъно дорад? ҳамин чӣ маъно дорад бинамин? Тоҷикистон. Хоб? Номи Тоҷикистон. медонед ин чӣ гуфтааст? Ман Тоҷикистонро дӯст медорам. фаҳмидед ми? Ба англисӣ? англисиш хати ҳамин хел. Так что агар ки дар ягон ҷо ҳамин хел дидед, ин мешавад маънош ки ман Тоҷикистонро дӯст медорам. вай саллавҳои аввал хати дил маъни шавая? ҳа, дил яъне ки қалб. Аз қалбам ман Тоҷикистонро дӯст медорам. Аяш акун ҳамо англисо ман мегуфтааст ҳамхе. Ана ин Тоҷикистонош Тоҷикистон. Мо албатта ки Тоҷикистонро дӯст медорем. Бале. Дар ҳар ноҳия, дар ҳар куҷое ки дидед ки масалан мо ҳарфу дилу баъд номи ноҳия, ин яъне ман ҳамин ноҳияро дӯст медорам гуфтаги гап. Бале. Я заметил, ребята, что
вдоль, значит, реки Вахш есть такая вот красивая остановочка с нашими вот этими вот небольшими узорами. Очень приятно. Представьте, вы ждете такси, автобус, свою машину, и тут пойдет дождь. Куда вот прятаться? Пойти на район, чуть далеко. Здесь где? За кустами, но это вот в старые времена. Заходите вот сюда вот, и у вас будет шикарный вид, заодно наблюдать, как вот дождь. Ведь многим из нас нравится смотреть, как идет дождь. Вот оно, приятное место. Здесь мы также вдоль дороги и вдоль реки мы видим, ребят, портрет наших героев Таджикистана. Это вот в основном все те люди, которым присвоили, многим посмертно, да, значит, звание Героя Таджикистана. У нас 6 героев на сегодня в Республике Таджикистан, начиная с Адредина Ани Бобуджона Гафурова и Мумали Рахмон, заканчивая до Мирза Турсунзоды, Нусратулло Махсума и Шириншо Тимур. Вот, по именам, ребята, кому интересно и не знает, можете заходить в интернет, почитать про каждого из этих героев. А это наш стадион, ребята, стадион района Сангвор. Также недавно, значит, поставили в эксплуатацию такой новый стадион, и по вечерам здесь всегда, как на Ворухе, помните, вот мы были вечером 10-11 часов, ребята играли в футбол, и это было очень приятно. И также проходят здесь основные государственные национальные праздники Республики Таджикистан, начиная Навруза, Днем независимости и других национальных праздников. А их у нас очень много, начиная Мехргон, Тиргон, какие еще у нас были? У нас очень много праздников. И стадион, если не ошибаюсь, я точно не знаю, но выглядит примерно на 20 тысяч мест. А выступающие вот здесь стоят, выступают, поздравляют в честь там праздников. И здесь в основном вот проходит массовка. Это вот на праздниках. Там мы видим стадион, вон в той части играют волейбол, а здесь футбол. Вот ворота, мы видим ворота. Вот они. И почему бы нет? В этом направлении нужно двигаться и усилить пропаганду. Открыть все пришкольные стадионы, все стадионы в Республике Таджикистан, для того, чтобы наша молодежь, наши люди и наше взрослое поколение, не только молодежь, почему только акцент на молодежь, да, но и взрослое население, чтобы занимались спортом. Ведь спорт – это не только личное здоровье, а здоровье всей нации. Да, и самая важная часть, ребята, спортом нужно заниматься правильно. В районе Сангвор, ребята, есть две организации, Памир Пикс и какой-то другой, я забыл, к сожалению. Это в основном эти организации занимаются экологическим туризмом и охотничьим. То есть вот если у вас есть желание заниматься охотой, можете приехать, брать, понятно, что, значит, эти, как их называют, брать разрешение, да, и пойти на охоту. Также здесь занимались рафтингом не только в советское время, но и сегодня занимаются рафтингом на реке Вахш, ребята, чтобы вы знали. То есть туристический потенциал и вообще приехать, посмотреть на город, общаться с людьми, ознакомиться с местной культурой, это вот самое приятное, что я вам рекомендую. Будь вы из России, из Европы, Америки, Канады. Из диких животных здесь, ребята, есть горные бараны, пармашов, марко-поло, вы слышали, да, это вот козы, медведи, волки, вот. Медведи я сказал, да? Леопард. Это только вот где исток реки Вахш, где вот наши ледники в основном находятся. И район Сангвор, кстати говоря, граничит с Мургабским районом Республики Таджикистан. Это вот горный Бадахшан наш.
Природа богатая. Здесь много очень разновидностей полезных ископаемых. Золото, серебро, значит, уголь. И также значит, район Сангвор богат растениями, полезными растениями. Много очень полезных трав здесь растет. Так что все для прекрасной, шикарной, счастливой жизни здесь есть. Нужно просто наслаждаться природой и жить красиво. И вот я подумал, в подтверждение всего вышесказанного, почему бы нам не приклеить сюда какой-нибудь другой лозунг, а их у нас сотни тысяч. Только наш великий Фирдоуси написал 120 тысяч строк в своей Шахнаме. Вот почему бы сюда не приклеить, пока идет, значит, строительство этого объекта. К примеру, Хирад Афсари Шахри Ромбават, Хирад Зевари Ном До Ромбават, Хирад Рахнамову, Хирад Билькушо, Хирад Даст Кирад, Бахарду Сарой. Было бы очень здорово и красиво. Итак, вот я подумал, если ты из района Сангвор, естественно, ты знаешь о своем районе, о своем месте жительства больше, чем я. Почему бы тебе, нам, также ребятам, которые интересуются твоим районом, туристам, другим людям, почему бы тебе в комментариях не рассказывать все подробно и не ставить ссылки, чтобы мы также переходили и посмотрели на другие достопримечательности твоего района, о которых сегодня я не говорил, ввиду того, что я просто не знаю. Это район Сангвор, Республика Таджикистан. Берегите себя. До свидания.